Василий Николаевич Новый. Этот меморандум будет подписан на каком-то собрании, я так понимаю. Скажите, в нем смогут принять участие только организации, которые мы благосклонны, или, например, такая организация, благотворительный фонд Украина-Шмидта-2, зарегистрирована официально. Она может подписаться под ним, прийти, выступить, внести свои корректировки? Безусловно, значит, конференция по легализации, так скажем, в публичном пространстве Крымско-Татарского народного фронта, она состоится 28 января в Симферополе в 11:00 в музыкальном училище, в здании музыкального училища, набережной 31, о котором мы известили сообщество публично, открыто и в прессе, и в интернет-изданиях и так далее. Безусловно, основными участниками и делегатами этой конференции будут являться те общественные организации, которые приняли участие в организации этого фронта, парафировали вот этот меморандум, который будет приниматься участниками этой конференции, и также парафировали форму мандата приглашения на чрезвычайное общенародное собрание. Как известно, в этом документе сказано, что данный меморандум открыт для подписания всеми, кто на деле выступает за полное и безусловное восстановление прав крымско-татарского народа. То есть, если фонд Крым искренне посчитает нужным прийти и включиться и подписать этот документ, такое право и будет представлено. Но хочу сразу предупредить. Любые попытки, какие-либо провокационные попытки сорвать нашу конференцию будут обречены на неудачу. Потому что слишком все очень серьезно, в том числе и очень серьезно мы отнеслись к вопросу пресечения каких-либо провокаций в момент проведения конференции. Знаете, здание музучилища находится недалеко от Салгира. Особо горячие головы, если хотят остудиться, они будут остужены. Можно дополнить. А вот в связи именно с этим вопросом, кто может прийти, разослано официальное приглашение всем первым лицам государства Украины, официальное приглашение правительству Крыма, Константинову, Лапиде, Могилеву, председателю постоянной комиссии по делам депортированных Ремзи Ильясову, первому заместителю Могилева Азизу Абдулаеву. То есть все официальные лица и Украины, и Крыма извещены. Извещены также Совет РНБО, МВД, СБУ. И представители от них приглашены на эту конференцию. Отдельным письмом есть обращение в МВД Крыма с просьбой обеспечить усиленную охрану этого мероприятия в связи с тем, что были предприняты неоднократные попытки Меджлисом срыва проводимых нами мероприятий. То есть мы подготовлены, официальные власти уведомлены и силовые структуры уведомлены. Мы очень надеемся, что некоторые горячие головы, которые желали бы сорвать это мероприятие, подумают о том, стоит ли это делать. Еще раз повторяюсь, срыв этого фронта, срыв этой конференции будет означать только одно. Эти люди против принятия Украины закона о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа. Вот я хотел продолжить ответ моего коллеги Рената Шаймарданова. Дело в том, что этот документ и право включиться в эту общую работу будет предложено подписать всем публичным соотечественникам. То есть руководителям творческих союзов, руководителям средств массовой информации, руководителям общественности. Постараемся персонифицировать и отправить, и предложить подписать этот меморандум весь депутатский корпус от крымских татар, и более 1000 человек, с предложением подписаться и поддержать инициативу ветеранов национального движения. И, безусловно, от того, какова будет реакция со стороны тем, кого будет предложено, подписано, она будет постоянно информироваться, общество будет знать, кто, наконец, сегодня выступает за восстановление прав крымско-татарского народа, а кто против. То есть подписание этого документа, не подписание, вернее, этого документа будет означать только одно, под любыми предлогами, если будет отказано в подписи.
только одно, что он выступает против того, чтобы в Украине были восстановлены права крымско-татарского народа. И это будет опубликовано в доступных у нас средствах массовой информации. Так что право определиться каждому будет предложено до 18 года.